Работа электромонтера Чорабая Мамбетова начинается в 8 утра, но периодически его вызывают на службу даже поздней ночью. Это когда происходит аварийная ситуация, а рабочих рук не хватает. Я работаю в сфере энергетики 23 года. Работать с электричеством мне нравилось еще со школьной скамьи. После школы я дальше пошел по этому пути. Работа в сфере энергетики нелегкая. Приходится трудиться и в жару, и в холод, но для меня это привычно. Чтобы народ не оставался без света и днем, и ночью, и в праздничные дни мы выезжаем и решаем аварийные проблемы. Электромонтер вместе с коллегами определяет место, где имеется повреждение. Сегодня Чорабай Мамбетов и его бригада будут работать на трансформаторных подстанциях 110, 118 и 119. Команда определяет, какое оборудование и технику возьмут с собой. Бишкек шары общий алганда почти 95% Почти 95% высоковольтных электрических кабелей в столице проходят под землей. Иногда бывает, что от нагрузки в некоторых местах возникает повреждение. Нам приходит вызов. Мы выявляем эти места и восстанавливаем кабели. Кабельлерди биз жазайбыз. Кеттик балдар. Для того, чтобы выявить, где произошло повреждение, у нас есть новая техника, которую мы недавно получили. Раньше у нас была так называемая лаборатория для выявления повреждений 1984 года выпуска. Это огромная машина, которая никуда не помещалась. Теперь у нас мобильная немецкая техника. Был прибор өзү заманга. Это современная техника, которая значительно облегчает нам работу. Она может найти сразу несколько дефектных точек на кабеле, которые необходимо отремонтировать. Старая же техника, пока не восстановишь одно повреждение, следующее не обнаружит. К примеру, на этом графике показан обрыв кабеля на расстоянии в 310 метров. Компоненттің барын өзіне қамтығанда. Повреждениені таптым. Ушул жерде кабель мына жактан кетет. О, люктан где-то 2 метр өтөт. Повреждение люктан 5 метр. Ушул жерде болот повреждение. Свою профессию Чорабай Мамбетов сравнивает с работой сапера. Даже незначительная ошибка электромонтера может привести к печальным последствиям. В некоторых местах проходит сразу несколько кабелей, и поэтому нужно быть аккуратным. За 23 года работы меня трижды ударяло током. Один раз обгорела рука, в другой раз нога, а в третий раз повезло и обошлось без повреждений. Мы действительно как саперы. Соблюдая технику безопасности и используя спецтехнику, бригада кабельщиков устранила повреждения. Таких трудовых будней, как отмечает электромонтер, у него будет много. Ведь он продолжает трудиться на своей любимой работе, пока позволяет его здоровье. Сеймах Мусаев, Чахшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.